Эти кадры теплой встречи Маргарита и Катя решили сохранить. На них и любимая спортивная школа, и близкие. Девушек принимают дома, как настоящих победителей. Сегодня соревнования позади, спортсменки приходят уже на новые тренировки. Но впечатлений от Чехии осталось немало. С улыбкой рассказывает Екатерина Братусь. Как сложно было выходить на высокий помост с замотанными коленными бинтами. Ноги не изгибались, и Катю подталкивали в спину. Поднять удалось 600 килограммов. Этот результат оказался бронзовым. Мне не хватило до второго места 2 килограмма, поэтому обидно. Я не справилась с третьим подходом в упражнении приседания. И запас остался в жиме лежа. Но там уже не дали пройти старшие сборной России тренер. За плечами Кати побед немало. В октябре 17-го девушка стала первой чемпионкой Европы по жиму штанги из коми. В том, что с медалью приедет и в этот раз, никто не сомневался. Больше в спортивной школе переживали за Маргариту. Для нее соревнования были первыми взрослыми. Да и пауэрлифтингом девушка занимается всего 2 с лишним года. Но результат юной участницы заставил забыть все об опыте. 442,5 килограммов. Второе место. Это самый перспективный у нас сегодня спортсмены в школе, потому что таких результатов у нас ни по одному виду нету. Может быть, то, что другие виды спорта олимпийские, и там конкуренции много больше, но эти успехи нас радуют, потому что пауэрлифтинг у нас один из ведущих, наверное, сегодня в школе видов. Сама Маргарита признается, перед выходом на помост переживала жутко, и большое счастье, что рядом были опытный товарищ и хороший тренер. Их поддержка оказалась бесценна, как и звонки домой через всю Европу. Родные и близкие за девушку переживали не меньше. Мы вообще не ожидали, что, по крайней мере, я не рассчитывала выехать на чемпионат Европы, я рассчитывала только на первенство. И так совпало, что на России выступили очень хорошо. И нас пригласили на чемпионат. Волнение было ужасное. Оно и до сих пор, оно еще не пропало. Ты еще как будто бы на помосте том находишься. Только сейчас начинаешь осознавать, что сделано, над чем нужно работать. И нас не ожидали на самом деле там увидеть, потому что занимаемся не так долго. Результат, говорит Маргарита, мог быть и лучше. Сказалась длинная дорога, а выступать пришлось сразу по приезду. Девушка просто не успела настроиться. За первым местом на чемпионат еще обязательно вернется. А пока тренировки перед первенством мира. Уже через 3 месяца спортсменку ждут в ЮАР. Анастасия Тюрина, Любовь Филиппова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.